Барс Эль и Эльбрусоид представляют Кавказский ренессанс по Карачаево-Балкарски. Существование любого народа зиждется на 5 столпах: родина, история, культура, религия и язык. Именно язык хранит в явном или закодированном виде информацию о народе, о его истории и культуре, о ментальности и традициях. Эльбрусоид, а теперь и новая организация Барс Эль, во главу угла ставит сохранение и развитие языка, культуры и традиций нашего народа. Многие проекты фонда Эльбрусоид направлены на сохранение, развитие и приумножение имеющегося языкового и культурного богатства. Этот курс был задан 9 лет назад, и мы добились немалых результатов в этом направлении. Десятки и десятки переведенных на карачаево-балкарский язык популярных художественных, документальных, научно-популярных, мультипликационных фильмов. Мы хотели, чтобы каждый, и старый, и млад, увидел полюбившиеся ленты на родном языке. Помимо этого, в студии документального фильма «Эльбрусоид» созданы научно-популярные фильмы об исторических памятниках нашей Родины. Издательская деятельность Эльбрусоида сосредоточена в основном на выпуске книг серии «Карачаево-Балкарская литературная классика» и дайджеста elbrusoid.org, печатной версии статейной части интернет-портала фонда. Продолжается работа над проектом по формированию электронной национальной библиотеки. Мы хотим собрать все, что имеет прямое или косвенное отношение к нашему народу, сделать из нее Карачаево-Балкарскую Ленинку. В музыкальном разделе портала фонда размещен уникальный архив карачаевского радио за 50 лет, где можно найти поистине редчайшие записи. Не прекращается работа по реанимированию старинных народных песен, цель которой – дать новую жизнь, не уничтожая при этом их бесценный колорит. Хореографическая студия Эльбрусоида вот уже 5 лет предоставляет каждому желающему возможность посещать курсы национального танца. В рамках проекта «Тематические вечера» регулярно проводятся мероприятия с приглашенными экспертами и гостями, историками, этнографами, поэтами и писателями. К тому же филиалы в республиках, реализуя проект «Просвет», знакомят молодежь с историческими и культурными памятниками Карачая и Балкарии. Все это только начало пути. Много еще предстоит сделать, как в рамках проекта фонда Эльбрусоид, так и в рамках деятельности межрегиональной общественной организации Барс Эль. Мир охвачен процессами глобализации. Этому способствует развитие высоких технологий, которые, с одной стороны, облегчают жизнь человека, делают ее насыщеннее, с другой – несут огромное количество угроз, в том числе угрозу исчезновения языка, а значит и самого народа. Каждый год в мире исчезает несколько языков. Наш язык в 2009 году, по данным ЮНЕСКО, пополнил список исчезающих. Специалисты утверждают, что если не предпринимать никаких мер, этот процесс продлится не более 50 лет. Это не повод унывать, это серьезный сигнал к действиям. У нас все получится. Тем более есть положительные примеры возрождения языка даже из небытия. Это уэльский и корнский языки в Великобритании, это иврит и родственный нам турецкий, работа над восстановлением которого идет и по сей день. Барс Эль и Эльбрусоид представляют новые проекты для всех возрастов, от самых маленьких до самого преклонного. Проекты, направленные на сохранение и развитие родного языка, культуры и традиций. Проекты, основанные на современных технологиях. Для детей. Наши дети смотрят телепередачи, слушают радио, читают книги и журналы на русском языке. Говорят на русском в детском саду и в школе, на улице и дома. Это хорошо. Мы должны свободно владеть основным государственным языком страны, для того, чтобы успешно интегрироваться в его пространстве во всех сферах жизнедеятельности. Посредством русского языка наши дети приобщаются к русской и мировой культуре, искусству и науке. Именно русский язык является проводником в большой мир.
Русский язык должен быть родным, но вторым родным языком. А как усвоить первый родной язык, если молодые родители сами подчас не умеют на нем говорить? Мультипликационные фильмы. Можно, к примеру, призвать на помощь знаменитых мультперсонажей. Canım dilim, ana dilim. Любимые герои становятся примером для подражания подрастающему поколению, и дети невольно начинают говорить на родном языке. Эльбрусоид много лет занимается дублированием популярных мультфильмов отечественного и зарубежного производства на карачаево-балкарский язык. Основным критерием в подборе материала является смысловая нагрузка фильма. Важно, чтобы он был не только ярким и красочным, но и обладал правильной нравственной направляющей. За время нашей работы десятки популярных героев заговорили на карачаево-балкарском, а за ними и наши дети. Bizge bir xataret almazmısın? Zaman yoktu Caşı, çoktu zaman. Gırılday turla zaman kayda. Bu çarkanı su taba, arı sürerge gerekti. Biz Cengiz bir dakikayı aldıkız. Dakika? Sen bilemse Caşı. Her dakikaya teşikten 7 litre su kiredi. Köremse malaytın. Да biz... Наряду с дублированием популярных мультфильмов, следующим этапом планируется производство собственных, по мотивам богатого фольклорного материала, сказок, нардского эпоса, а также произведений национальных авторов. У нас есть что показать нашим детям и молодежи, есть чем поделиться с остальным миром. Таким образом, примером для подражания подрастающему поколению станут наши карачаево-балкарские сказочные персонажи, а не только герои Голливуда. Приложения для компьютеров, планшетов и смартфонов. Сегодня компьютеры, телефоны и другие электронные средства прочно вошли в нашу жизнь. А рынок высоких технологий предоставляют желающему большой выбор приложений. Среди них всевозможные обучающие игры, буквари, алфавиты и многое другое. Но при всем богатстве выбора альтернативы созданию приложений на родном языке у нас нет. Ребенку интереснее познавать окружающий мир через игру. Ваш ребенок будет учиться, играя в игры на родном языке. Развивающие игры. Игра «Ойна и Биле» позволит вашему ребенку познакомиться с животным и растительным миром, предметами домашнего быта и так далее на родном и параллельно на русском и английском языках. Нажимаем на кнопку «Ойна». Запускаем игру. Выбираем раздел, в котором мы будем играть. Пусть это будет раздел «Животные». Ребенок с помощью указателя мыши или пальчиком перетаскивает изображение животного к фигуре с названием животного. И если малыш еще не умеет читать, нажав на название животного, слышит подсказку Аслан. и после этого подбирает соответствующий рисунок. При правильном соединении слова и рисунка играющий повторно слышит название животного на родном языке. Аслан. По этому принципу работают и остальные разделы приложения. Приложение «Харфла» поможет ребенку играючи выучить карачаево-балкарский алфавит и научит читать на родном языке. Красочное оформление и приятное аудиосопровождение превратит процесс учебы в увлекательную игру. В приложении также будут задания, тесты и упражнения, выполнение которых закрепит полученные в этой игре знания. А в приложении «Санау» можно научиться карачаево-балкарскому счету и производить простейшие арифметические вычисления. Каждому из нас в детстве мама и бабушки пели колыбельные. Но не всякая современная карачаево-балкарская мама может похвастаться знанием народных колыбельных песен. Наше приложение поможет и мамам, и малышам восполнить этот пробел в знаниях, и ребенок будет засыпать под напев, знакомый нашим пра-пра-прабабушкам и дедушкам.
Приложение аудиосказки позволит родителям поведать своим детям наши сказочные истории, начиная с приключений знаменитого Кокайчик, заканчивая нардскими сказаниями. Эрте бір қарт кіші бұла қатын болғандыла. Ала бек жарлы жашағандыла. Жаңыз бір қойлары бұла бір ечкелері болғанды. Қатын, біз бұл пішен қыт көзілде бұл ечки бұла қойыну асырайбыз. Бұла да бір-бірінен арықтыла, бір хайырларын да көрмейміз. Каждый из нас в детстве слышал джу-джу-джуала, эки чичхан суала. Или другие веселые считалочки. Теперь они будут в вашем телефоне, в вашем планшете и на вашем компьютере. Просто нажав на соответствующую кнопку, можно будет их услышать и выучить. Цу-цу-цуала, эки цицхан суала. Амма боза бешире, аппа отун тушуре. Приложение «Детские стихи», «Загадки», «Скороговорки», «Детские песни» познакомит детей разного возраста с популярными стихотворениями, песенками, скороговорками, пословицами и загадками. Развлекательные игры, в основу которых будут положены наши традиции, обычаи, наша культура. Рынок развлечений предлагает пользователю, в том числе и нашим детям, огромное количество электронных игрушек, которые большей частью только убивают время. Рассказать подрастающему поколению через игру об истории народа, о его традициях, обычаях, правилах поведения и так далее – вот задача для создателей подобных развлекательных игр. Например, дети могут самостоятельно раскрасить рисунки с национальной тематикой в приложении «Бояула». И эти же рисунки могут служить основой для игры в пазлы в следующем приложении «Джиимла». Для юношеского возраста. Одна из причин, из-за которых наш язык исчезает, это его низкая востребованность и конкурентоспособность. Языком повседневного общения на работе, в общении с друзьями, в интернете является русский. Он же активно вытесняет родной язык из его последнего оплота, из семейного общения. К сожалению, нередки случаи, когда родители детей обращаются в администрации школ с просьбой освободить их детей от изучения родного языка. Эти и другие моменты, в том числе и погоня за ложной современностью, совершенно вытравливают карачаево-балкарский язык из жизни наших детей. Перед нами стоит задача популяризировать язык. Интеллектуальные игры на знание языка, культуры, обычаев, географии. Хорошим подспорьем для решения этой задачи могут послужить всемирно известные интеллектуальные игры, в которых каждый может заработать благодаря своим знаниям. Нам необходимо создать обширную базу вопросов к таким играм, охватить все сферы жизни – географию и фольклор, историю и религию, культуру и искусство, традиции и многое-многое другое. Всего планируется более 20 разделов, по которым будут собраны тысячи и тысячи вопросов, от легких к сложным, так, чтобы не оставить в наших знаниях пробелов. Важно, что все они будут составлены на родном языке. Примером может служить популярная игра «Кто хочет стать миллионером?». Любой желающий может сыграть в онлайн-версии игры и подготовиться к участию в реальной игре с возможностью выиграть основной приз – миллион. Подобная перспектива вдохновит молодежь на изучение вопросов, касающихся своего народа. Дополнительным бонусом станет и значительное расширение лексикона, то есть знание языка на уровне, выходящем далеко за пределы бытового. Это далеко не весь перечень интеллектуальных игр, которые смогут помочь молодежи вооружиться знаниями и поупражняться в устной и письменной речи. Приложения для компьютеров, планшетов и смартфонов. Самыми активными пользователями электронных новинок является молодежь. Этот момент нам можно и должно использовать, заявляя право на часть времени, которое они проводят в виртуальном мире. Аудиокниги. Сейчас молодые люди мало читают.
На федеральном уровне уже принимаются меры по решению этой проблемы. Таким решением стало создание аудиоверсии школьной программы по литературе. Но если русскую классику мало читают, то еще хуже обстоит дело с национальной литературой. Создание альтернативы печатным изданиям в виде аудиокниг предоставит возможность молодежи, да и не только молодежи, ознакомиться с произведениями наших авторов. Рассказы и стихи, поэмы и романы, баллады и повести, прочитанные голосами профессиональных актеров, позволят в полной мере ощутить красоту слога наших авторов. Самоучитель танцев. Карачаево-балкарские народные танцы удивляют своим разнообразием и количеством. Но многие ли из нас могут перечислить более 3-4 танцев или продемонстрировать их? Самоучитель танцев, будь то видеовариант или книжный, позволит любому желающему не только научиться танцевать, но и узнать тонкости национального танца, его историю, проникнуться красотой нашей хореографической культуры. Национальное караоке. Караоке является одним из самых любимых развлечений во всем мире. И это отличный инструмент популяризации национальной музыки, и не только современной, но также классики и фольклора, без которых нет будущего у музыкального искусства. Есть, наконец, инструменты, давно доказавшие свою действенность, активно влияя на умы общества, действенные для всех категорий населения, любого социального положения, любого возраста. Эти инструменты ныне принято называть медиа. Не секрет, что именно эти средства формируют общественное мнение напрямую. Издательская деятельность. В первую очередь, это издательская сфера. В этом смысле перед Барс-Эль открывается широчайшее поле деятельности. В республиках ситуация не слишком радостная, особенно в Карачаево-Черкесии. Коммерческих издательств нет, а государственные, из-за небольшого бюджета, в том числе, выпускают очень мало литературы. Страдают все сферы – и научная, и учебная, и художественная, не говоря уже о периодических изданиях. Научная литература. Что касается научной литературы, здесь предстоит работа в несколько этапов. В первую очередь исследовательская и аналитическая, чтобы народ получил, наконец, единый взгляд ученого сообщества на нашу историю и единый литературный язык, как оно было раньше. А издательство Барс-Эль доведет полученные результаты до каждого представителя народа. Учебная литература. Одним из самых важных моментов является учебная литература. Вот уже более 20 лет в Карачаево-Черкесии не издаются учебники по родному языку и литературе. Наши дети вынуждены учиться по старым учебникам. Востребованность в новой учебной литературе будет еще выше, как только ученые выработают общие подходы к языку и истории. Художественная литература. Вся моя жизнь – это служение родному языку. И со всей ответственностью могу заявить, что и наш карачаево-балкарский язык великий, могуч, красив и богат. Тому подтверждение творчества наших талантливых поэтов Исмаила Семенова, Керима Утарова, Хальмат Байрамуковой, Танзили Зумакуловой, Мусы Батчаева, Ибрагима Бабаева. И вся деятельность фонда «Эльбрусоид», а теперь и общественной организации «Барс-Эль» направлены на сохранение и развитие родного языка. Мы обязаны знать свой родной язык и в целости, сохранности передать его нашим потомкам. В полной мере ощутить красоту и богатство языка, его многообразие и многогранность позволяет художественная литература, искусство писателя и поэта. Отбор произведений будет максимально непредвзятый и справедливый. Основным критерием выбора будет талант автора и качество самого произведения, а не чьи-то личные предпочтения. Комитет по языку и литературе организации «Барс-Эль» объединит всю нашу интеллигенцию, имеющую к этому какое-либо отношение. Периодическая литература. Периодические издания на языке
в республиках нацелены на очень узкую категорию населения. Это творческая интеллигенция и часто пожилые люди, которые привыкли годами выписывать ту или иную газету. Этого явно недостаточно. Необходимо выпускать газеты и журналы на родном языке, тематика и стилистика материалов которых будут востребованы всеми категориями населения. Национальное радио. Следующий инструмент сохранения, популяризации и развития языка, традиций и культуры – это радио. Оно не потеряло своей актуальности и популярности, несмотря на появление телевидения и интернета. Мы слушаем радио везде – за компьютером, за рулем автомобиля, занимаясь домашними делами или спортом. На первоначальном этапе радио «Барсель» будет транслироваться в интернете, но с перспективой перехода на волновое вещание. В качестве материала для эфиров могут служить как архивы Карачаевско-Балкарского радио, материалы из архива Гостелерадио СССР, так и создаваемые креативной командой радиопередачи. Охват направлений предполагается самый широкий. Будут передачи общественно-социальные, образовательные, познавательные, новостные, развлекательно-воспитательные, музыкальные и другие. По этому радио можно будет услышать голоса наших политиков и общественных деятелей, голос Исмаила Семенова и Кайсына Кулиева, Амара Атарова и Узденова Альберта, голоса профессоров и студентов вузов. Ну и, наконец, проект «Национальное телевидение». Нашему народу жизненно необходимо иметь свое телевидение, которое будет вещать на карачаево-балкарском языке. Часть передач будет транслироваться на русском и английском языках, для того, чтобы другие народы могли познакомиться с нашим народом, с нашей историей, географией и культурой. Первоначально трансляция будет вестись в интернете. Затем канал планируется перевести на спутниковое вещание. Телевидение станет мощнейшим инструментом в решении задач и достижений целей, поставленных перед организацией «Барс-Эль». Переоценить возможности и значимость телевидения невозможно в принципе. Телевидение обладает значительным влиянием на современного человека. При этом, к сожалению, многие телеканалы формируют вульгарные и потребительские ценности. Перед Барс-Эль стоит задача остановить процесс культурной и духовной деградации, создав альтернативу – национальное телевидение. В качестве материалов для вещания послужат архивы телевидения Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, телеспектакли Карачаевского и Балкарского театров, видеоматериалы наших диаспор в ближнем и дальнем зарубежье. Но этим, разумеется, деятельность в проекте не будет ограничена. Необходимо создавать собственные передачи и документальные фильмы на самые разные темы для всех категорий зрителей. Среди них будут образовательные и развлекательные, общественные и социальные, детские и религиозные передачи. Национальное телевидение при активном участии научной и творческой интеллигенции поможет совершить качественный скачок в развитии нашего народа. Это далеко не полный перечень проектов и новейших технологий, над которыми предстоит работать и осваивать. Современная действительность немыслима без них, и нам следует идти в ногу со временем. Новые технологии, как скакуны, которых необходимо оседлать, иначе мы останемся под их копытами, став исключительно предметом истории. Представленные на ваш суд проекты есть тот необходимый минимум, воплощение в жизнь которых даст нам уверенность в деле сохранения и развития родного языка, культуры, традиций, а значит, в деле сохранения и развития самого народа. Все наши проекты разработаны организацией «Барсель» и фондом «Эльбрусоид» для карачаево-балкарского народа. Но их легко можно спроецировать на любой другой народ, заинтересованный в сохранении и развитии своего этноса. Мы готовы поделиться своим опытом. Добро пожаловать. Хош келегис. Барс-Эль и Эльбрусоид приступают к реализации всех перечисленных проектов и приглашают к активному участию научную и творческую интеллигенцию, молодежь, меценатов-попечителей, всех, кому дорого наше прошлое, настоящее и будущее.